Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие телезрители. Очень рад встретиться в очередной раз с вами в рамках моей авторской программы «Конституция и мы». Безусловно, каждая встреча для нас, она очень значима и интересна. И в этой связи я хотел бы отметить, что сегодня будет у нас очень хороший разговор о роли Совета Федерации и сенаторов Российской Федерации в защите интересов субъектов Российской Федерации. И гостем нашей студии сегодня является Сахамин Миланович Афанасьев, сенатор Российской Федерации, который был делегирован нашим парламентом, Государственным собранием Илтумен Республики Саха-Якутия. Үтөкүннен Сахамин Миланович бу студия кәдбеккер үйрен көтен туран эйин эгдилетен болду. Үтөкүннен Александр Николаевич, добрый день, уважаемые жители Якутии. Ну, Сахамин Миланович, вот первый вопрос, который я обычно задаю своим гостям, это вот, биографического плана. Давайте назовем это «Путь сенатора». Где вы родились, какую школу закончили, какие вехи вот своей жизни, своей карьере считаете наиболее значимыми? Я обычный сельский ребенок, вырос в селе, рос в Верхневилюйском, Сунтарском, Усть-Алданском, Хангаласском улусах. Родители в те времена переезжали по работе, у них была ротация. И я вобрал культуру, быт и жизнь вот этих 4 районов. Учился в обычной школе, в нескольких школах, закончил школу в Якутске. Институт у меня прошел в Иркутской области, в городе Иркутск, политехнический институт, химико-металлургический факультет. Была служба в рядах Советской армии, и трудовые будни начались у меня в Министерстве ЖКХ Республики Саха-Якутия. Работал в районе муниципальной власти, работал в государственных органах и занимался, конечно, общественной работой. С момента студенчества, с момента работы в госорганах тоже общественной и политической работой занимался, это с юности у меня. И в 2021 году был избран народным депутатом по Колымо-Индигирскому одномандатному округу. В 2023 году тоже был переизбран одномандатным депутатом. 5 районов входят, это очень большой округ. И депутаты Госсобрания Илтумен в 2023 году, это выборная должность получается, из 70 депутатов наделили меня полномочиями и делегировали. Это очень большая ответственность. И направили представлять интересы Госсобрания Илтумен в Совете Федерации. Я заступил в Совет Федерации, прошел опять процедуру голосования, подтверждения полномочий, и пройдя 3-ступенчатую выборную лестницу, стал сенатором Российской Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко лично вручила удостоверение сенатора, поздравила и дала наставление в работе в стенах Совета Федерации. Но я думаю, что это оправдано, то, что вы были депутатом от группы Колымских районов. Насколько я знаю, вы в свое время были одним из руководителей Нижнеколымского улуса. Там тоже приобрели достаточно большой опыт, ознакомились с бытом, жизнью северян. Поэтому, конечно, не понаслышке знаете об этом. Ну и, конечно, вы уже в течение года исполняете вот такие важные функции сенатора Российской Федерации, поэтому мы назвали тему нашей передачи о роли Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и конкретных сенаторов в защите субъектов Российской Федерации. Ну и, конечно, я бы хотел, чтобы вы начали наш разговор с полномочий Совета Федерации, потому что полномочия, особенно после внесения соответствующих изменений и дополнений Конституции Российской Федерации в 2020 году, да, действительно, вес Совета Федерации, на мой взгляд, вырос. Поэтому как вы работаете в новых условиях? Спасибо, Александр Николаевич. Действительно, в 2020 году мы уже
начали жить в Российской Федерации с новыми изменениями, которые были включены по итогам общероссийского голосования в нашу Конституцию, Конституцию Российской Федерации. Вы правильно подметили, что полномочия и вопросы ведения Совета Федерации были расширены. И я как раз с мая месяца это застал и воочию принял участие в реализации полномочий, которыми был наделен Совет Федерации. Вот в мае месяце Владимир Владимирович заступил в новую должность, и это проявило в реализации полномочий, отраженных статьей 102 Конституции Российской Федерации, а именно властных выборных полномочий, которые прошли в Российской Федерации впервые. В чем это проявилось? Я лично от имени жителей Республики Саха-Якутия, от имени избирателей принимал участие в голосовании за председателя и заместителя судьи Конституционного суда. Это историческое событие. Я принимал участие в голосовании за председателя и заместителя Верховного судьи Российской Федерации. Это был очень волнительный процесс. Я ведь представлял интересы всей республики. И благодаря назначению меня делегированию Совет Федерации, вот в 2023 году, в мае месяце, я прошел эти процедуры. Кроме того, опять же, на основании полномочий, определенных Конституцией, принимал участие в голосовании за председателя Счетной палаты Российской Федерации. Это тоже очень волнительная, серьезная процедура. Кандидатуры все были представлены президентом Российской Федерации, очень уважаемые, авторитетные, компетентные люди. И до процедуры голосования мы еще разбирали на комитетах, на комиссиях, на комитетах и потом уже на пленарном заседании. Также в мае месяце голосовали впервые в истории Российской Федерации за силовой блок правительства Российской Федерации. Это министры, Министерство обороны, МЧС, МВД, агентства силовые и так далее. Они все прошли через Совет Федерации. Они приходили, кандидаты были представлены, опять же, на комитетах. Была возможность задавать вопросы, напутствия. И на пленарном заседании мы одобряли кандидатуру. Артур Муравьев, специальный представитель президента Российской Федерации, после каждого голосования персонально докладывал президенту Российской Федерации, как проголосовал Совет Федерации по представленным кандидатурам. Ну, опять же, статья 102 Конституции наделила Совет Федерации рассматривать на консультациях и одобрять кандидатуру генерального прокурора, заместителей, региональных прокуроров и отраслевых прокуроров. Угу. Ну, смотрите, действительно, те поправки, которые были внесены в 2020 году, они были очень существенными. Ну и сегодня Россия находится в непростой ситуации. Будем говорить, в условиях ведения специальной военной операции, как сказал наш общенациональный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что суверенитет страны у нас незыблем, при любых обстоятельствах мы будем это защищать. И вот с этой точки зрения вы как сенатор, вот насколько в федеральном собрании вот этот градус напряжения ощущается, насколько сегодня едины в своих суждениях сенаторы и депутаты Госдумы? Основополагаясь на Конституции Российской Федерации, вопросы суверенитета – это базовые и принципиальные направления. Они отражены в статье 1, 2, 3, 4, статье 15. И основываясь на Конституции Российской Федерации, Совет Федерации проводит постоянные консультации и работу по внешнеполитической ситуации, по анонсированию, деанонсированию международных актов, договоров, которые обязаны проходить через Совет Федерации. И
здесь как раз происходит обсуждение и работа по защите суверенитета и безопасности нашего государства Российской Федерации. Ведь вопросы суверенитета отражены в нашей Конституции и установлен приоритет национального законодательства над международным. В частности, положение о недопустимости отчуждения территории государства, приоритете норм Конституции над положениями международных договоров, возможности предварительной проверки Конституционным судом России допустимости применения решений межгосударственных органов. Благодаря этому, то есть поправкам в Конституцию 2020 года, мы ушли от попыток вмешательства в наши общенациональные интересы. Это было очень важно, принципиально при принятии Конституции новой редакции 2020 года. Президент неоднократно говорил, и юридическое общество, международные наши эксперты, о том, что были попытки навязывания мнений, навязывания тех или иных направлений. А сейчас Конституция нас гарантирует, и Конституция как раз является тем мерилом, тем документом, который установил приоритет. Я бы хотел отметить, что защита культурной самобытности всех народов на сохранение языкового этнокультурного многообразия тоже отражено в нашей Конституции. Это тоже очень знаковое направление. А ведь агрессивное внешнее давление, в том числе санкционное давление, давление на культуру, на общественно-политическую обстановку, как раз проявляется антироссийской пропаганде, нападки на нашу историю, культуру, духовные ценности. Это попытка разобщения общества посредством финансирования тех же НКО, тех же псевдогражданских общественных направлений и так далее. И считаю, что внесение поправок в основной закон страны было своевременным. И на всеобщем голосовании по поправкам Конституции граждане России сделали свой выбор. И как раз Конституция гарантирует суверенность нашего государства. Я думаю, это совершенно справедливо. Конституция – это основной закон страны, и он должен обладать приоритетом. На самом деле, будучи депутатом Госсобрания, Ултумен, выступая на разных площадках, в том числе с трибуны Государственной Думы, Совета Федерации, я говорил о том, что мы, конечно же, должны строить единое конституционное пространство. Все законы, принимаемые на уровне Федерации, все подзаконные акты должны соответствовать Конституции. И с этой точки зрения вы правильно подчеркиваете важность применения норм Конституции и пропаганды, наверное, конституционных ценностей. Согласен. Когда говорим мы о российской идентичности многонациональной, именно многонациональный народ Российской Федерации принял этот основной закон. И в этой связи вопрос, что у нас если Конституция Российской Федерации работает уже 31 год, а Конституция Республики Саха-Якутия уже 32 года, она была принята по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И благодаря Конституции Республики Саха-Якутия у нас наличествуют и функционируют высшие органы государственной власти в лице Государственного собрания Ултумен, в лице главы республики, правительства республики. Как вы ощущаете именно реализацию конституционных норм нашей республики? Я бы хотел тоже отметить историческую роль Михаила Ефимовича Николаева. Оно было юридически зафиксировано 3 апреля 1992 года. Председатель Конституционной комиссии, это президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, представил проект Конституции Республики депутатам легендарного Верховного Совета. И 27 апреля мы, Республика, в 1992 году приняли Конституцию. Это знаковый документ, который создал правовую основу развития, существования нашей республики и правовую основу,
которые вот до сих пор работают. Здесь были заложены основные принципы: экономические, финансовые, органы управления. Также был на тот момент наша республика получила возможность за счет собственных ресурсов решать вопросы экономики и организации народного хозяйства. Это вот как раз позволила Конституция. И благодаря тому фундаменту, который был заложен в 1992 году, мы имеем республику, которая сейчас очень уверенно стоит на ногах и развивается. Несмотря на трудности, которые есть в реальной жизни, но Конституция, основа, фундаментальные вещи были заложены в 1992 году. А ведь авторы, которые закладывали, они же опирались на мнение населения, они видели перспективу развития. И мое мнение, что на тот момент коллектив, который работал над Конституцией, конечно, роль Михаила Ефимовича очень велика. Он как лидер нации, как лидер республики с новой Конституцией представил республику в Российской Федерации. Ну, я с вами соглашусь и могу еще сказать, что вот отцами, вот мы День государственности отмечаем 27 сентября, это день принятия Декларации о государственном суверенитете, и мы говорим, что это начало Второй Республики во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, во главе которой стояли помимо него его соратники, Климент Егорович Иванов, будучи председателем Верховного Совета Республики 12-го созыва, Миронов Дмитрий Николаевич, будучи первым председателем Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Более того, могу отметить, что Михаил Ефимович Николаев был одним из инициаторов подписания федеративного договора, на основе которой вот была принята Конституция Российской Федерации. Поэтому, Сахамин Миланович, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас, всех жителей республики, с наступающим днем Конституции Российской Федерации. Спасибо большое. Ну и вы сегодня в Совете Федерации, какие наиболее важные аспекты в деятельности Совета Федерации вы могли бы подчеркнуть? Я молодой сенатор, молодой законодатель, признаюсь в этом. Опыта, конечно, не хватает, но тем не менее Валентина Ивановна Матвиенко создала такие условия, что старшие, более опытные сенаторы делятся своим опытом, компетенциями и сразу вовлекают работу комитетов и Совета Федерации. Егор Афанасьевич Борисов очень опытный сенатор, он тоже направляет и подсказывает, как правильно работать над законопроектами, какие есть нюансы и так далее. Работа Совета Федерации состоит, так же как и у нас, и очень зависит от работы комитетов. Наша работа синхронизирована с работой Государственной Думы и планом законотворческой деятельности правительства Российской Федерации. Это очень серьезная федеральная межведомственная работа по выработке, разработке, согласованию и принятию важнейших федеральных законов и поправок к ним. При этом должны учитывать мнение регионов, политических партий и, конечно, избирателей Российской Федерации. Поэтому работа идет плановая. На заседаниях комитетов рассматриваются важнейшие пакеты законов, которые прошли Государственную Думу. Совет Федерации имеет право отклонять, и при мне было несколько случаев, когда законы отклоняли прямо на комитетах, либо на наработку, либо отклонение принципиальное. А законы основываются на политике президента Российской Федерации, на послании президента, и они направлены на решение насущных социально-экономических вопросов Российской Федерации. Ну, безусловно, деятельность Совета Федерации – это верхняя палата, палата регионов, поэтому, конечно, ответственность огромная. Я думаю, что мы сейчас уйдем на перерыв, после перерыва продолжим. Хочу напомнить, что в работе принимают участие наши режиссеры Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова. Мы их благодарим за их работу. Будьте с нами, будет интересно.
Еще раз рад приветствовать уважаемых телезрителей и радиослушателей. Сегодня в рамках программы «Конституция мы» говорим о роли Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и сенаторов в защите интересов субъектов Российской Федерации. Ну вот, Сахамин Миланович, вы рассказали о вашей деятельности в Верхней Палате нашего федерального парламента. И вы там не один, вы работаете вместе с Егором Афанасьевичем Борисовым, которого делегировал наш всенародно избранный Илдархан, глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев. Передавайте Егору Афанасьевичу тоже большой привет, пожелания успехов. Ну вот, ежегодно мы в начале года слышим послание президента Российской Федерации в адрес Федерального собрания. Это такой фундаментальный документ, можно сказать, даже дорожная карта для работы законодателей. И вот после очередного послания в рамках реализации основных тезисов, какая работа проводится в стенах Совета Федерации? После послания президента Российской Федерации был сверстан план нормотворческой деятельности правительством Российской Федерации, Советом Федерации и Государственной Думой. И они, безусловно, направлены на реализацию политики нашего президента. Это вопросы повышения безопасности и обороноспособности государства, вопросы социальной политики, вопросы поддержки национальной экономики, международные отношения, вопросы поддержки села, развития инфраструктуры. Также отдельная тема идет блок закона по пресечению незаконной миграции. Об этом, наверное, будет отдельный вопрос, потому что надо будет дополнить. И на основе послания президента как раз идут работы по законотворческой деятельности. Ну вот Совет Федерации одобрил пакет законов по противодействию незаконной миграции. И каковы были причины вот авторов этих законопроектов в части того, что именно вот такой резонансный закон принимается? Дело в том, что начали очень четко проявляться негативные процессы по незаконной миграции. Ну, толчком был, конечно, случай, очень трагический случай Крокус Экспо, потом аналитика соответствующая. И президент Российской Федерации весной текущего года на расширенных коллегиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД Российской Федерации дал поручение кардинально изменить политику в миграционной сфере. В чем проявляется эта политика? Это большая межведомственная работа, опять же, в купе с правительством Российской Федерации, Госдумой и коллективом сенаторов. Оно направлено на совершенствование устойчивого, равноправного диалога всех граждан Российской Федерации и иностранных граждан, которые должны уважительно вести себя в Российской Федерации. Приняты конкретные нормативно-правовые акты, которые совершенствуют и регулируют эти отношения. Я бы хотел отметить ужесточение уголовного законодательства, которое повышает ответственность, а именно пресекает и уголовное законодательство будет направлено на как раз вот всю негативную. Это постановка на учет, нелегальные, незаконные процессы, процедуры и так далее, они будут пресечены. Также отягчающим условием при совершении правонарушения преступления будет являться тот момент, что гражданин находится именно в нелегальном положении, как нелегальный мигрант. Это основное. Кроме того, вводится электронная база биометрических данных иностранных граждан, чтобы мы контролировали нахождение каждого иностранца в Российской Федерации. Идет процедура, уже завершена процедура по прохождению
экзаменов, чтобы получить гражданство. Это экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства. И этот экзамен будут принимать только уполномоченные государственные образовательные учреждения в выдаче соответствующего сертификата. Регулирование квот, это по линии Минтруда, правительства Российской Федерации. Вводятся такие новинки, как ограничение симок по иностранным гражданам. Есть новинки в законодательстве по выдворению граждан, даже депортация, в том числе несовершеннолетних. Прорабатывается вопрос приема образовательных учреждений несовершеннолетних детей-мигрантов, которые не знают даже русский язык. Этот вопрос очень остро стоит в столицах нашего государства, в Москве, Петербурге и так далее. Есть вопрос по мониторингу. У нас внесены изменения в закон об информации. Все нелегальные, незаконные моменты, которые появляются в интернете, они фиксируются уполномоченными органами и принимаются оперативные меры, вплоть до блокировки этих носителей. Целый комплекс законов, которые направлены на совершенствование. В итоге мы должны получить полный контроль над легальной, нелегальной миграцией, пресечь полностью нелегальную миграцию. Я бы хотел отметить роль региональных властей в этом. Такие полномочия им тоже даны. Именно при квотировании и ограничении иностранной силы, которую мы привлекаем в регион. Это уже полномочия региона. Они могут ограничить нахождение иностранных работников в той или иной отрасли, в строительстве, общепите, в такси и так далее. Такой случай у нас есть. Арсений Сергеевич Николаев в этом году, в феврале, подписал отдельный указ, где ограничил четко нахождение иностранных граждан, привлекаемых в качестве трудовой силы. То есть и региональные власти, и федеральные власти уже будут конкретно регулировать эти миграционные процессы и потоки. Спасибо, это очень важная информация. Везде, во всем должен быть порядок. Безусловно, иностранная рабочая сила нужна, необходима, они приносят большой вклад в развитие экономики, но с другой стороны, их местонахождение и как они себя ведут, это должно быть под контролем государства, поэтому мы все эти меры, безусловно, поддерживаем. Ну, у нас остается уже 10 минут, хотелось бы много узнать. Вот абсолютно недавно вот в стенах Федерального собрания были утверждены параметры бюджета федерального, а федеральный бюджет – это экономическая конституция. Как вы могли бы прокомментировать этот документ вкратце? Принимал участие в обсуждении поправок сенаторского состава, принятии самого процесса. Бюджет был представлен Антоном Германовичем Силуановым. 800 поправок поступило от депутатского корпуса, от сенаторского корпуса, и они были систематизированы, опять же, по отраслям. И по докладу Силуанова они практически все были приняты в работу. И бюджет Российской Федерации, доходная часть составила 40 триллионов рублей. Это колоссальная сумма, которая говорит, что экономика Российской Федерации растет и развивается, и мы доходы свои пополняем. Рос ВВП, как докладывал министр экономики, на уровне 2,5–3,5%. Да, это очень серьезно хорошие показатели. Расходная часть бюджета 41 триллион. 1 триллион – это дефицит бюджета, но он будет обслуживаться по отдельной программе заимствования Минфина. Здесь как бы проблем не видим. Львиная доля расхода бюджета, она направлена, конечно, на социальную политику нашего государства. Это здравоохранение, образование, наука, гуманитарное направление, социальная политика, выплаты, заработная плата, бюджетная сфера. Серьезная доля у нас в бюджете направлена на
вопросы безопасности и обороноспособности нашего государства. И очень серьезная сумма, около 6 триллионов рублей, направлена на реализацию новых национальных проектов Российской Федерации. Это 19 национальных проектов, сумма колоссальная. И сейчас бюджетом Российской Федерации, правительством подлежит очень серьезная работа субъектов, чтобы предоставить свои заявки и получить объекты, мероприятия по национальным проектам. Это дополнительное финансирование для региональных бюджетов, сверх принятых региональных бюджетов. Сахамин Милович, я абсолютно с вами согласен. То есть сейчас органы государственной власти Республики Саха-Якутия в нашем случае вместе с вами должны работать в части того, чтобы принимать активное участие и из этих ресурсов тоже привлекать в республику, участвуя в реализации этих национальных проектов. Вот мы знаем, что вы в Совете Федерации были в рабочей группе по совершенствованию правового регулирования вопросов, которые связаны с состоянием многолетней мерзлоты. Вот сейчас ноябрь месяц, а мы ходим, ну, будем говорить, в легких куртках, да, вот это несколько аномально. С другой стороны, вот возглавляя работу этой группы, с чем вы столкнулись, какие выводы есть, над чем будете работать? Климатическая повестка Российской Федерации, она очень важна и нужна. И мы вот повседневностью уже замечаем, какие изменения происходят и каким образом должны быть адаптирована экономика, народное хозяйство, нормативная база тем вызовам, которые существуют именно по изменениям, по климатическим изменениям. Это колоссальная работа, это опять межведомственная работа правительства России, законодателей и региональных властей и парламентов. Потому что мы предложения изучаем, опыт изучаем регионов. И благодаря наличию опыта регионов как раз вырабатывается практика совершенствования нормативно-правовой базы. Благодаря поручению президента Российской Федерации мы в этом году получили систему фонового мониторинга, системы охраны вечной мерзлоты. Устанавливаются наблюдательные пункты и так далее. Система уже заработала. Заработала федеральная государственная информационная система. Но в этой части мы считаем, что нужно уделить внимание геотехническому мониторингу. Именно где стоят наши города, поселки, крупнейшие промышленные объекты и линейные объекты. К сожалению, фоновый мониторинг не охватывает, что происходит, какие процессы происходят под зданиями и сооружениями. Вот Норникель, давайте вспомним, какие последствия, ущерб колоссальный был. Вот пример. И поэтому наша рабочая группа, в которую входят и депутаты Госдумы, правительство, сенаторы, мы сейчас продвигаем идею, чтобы в Российской Федерации появилась федеральная государственная информационная система, которая бы контролировала геотехнический мониторинг, а именно в границах населенных пунктов. И чтобы данные геотехнического мониторинга вечной мерзлоты были интегрированы с данными фонового мониторинга вечной мерзлоты. Об этом я делал доклад на пленарном заседании. Валентина Ивановна поручила продолжить эту работу дальше. Вот вы говорите, что вы молодой сенатор, но на самом деле у вас очень много активностей. Я бы хотел вот в этой связи узнать, вот вы представили на рассмотрение Совета Федерации статью 2 Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера. В чем заключается актуальность предложенного вами законопроекта? Мы восстановили права граждан, у которых были земельные участки, и один закон их ограничил. У вас есть земельный участок, вы уже не претендуете. Поработали с правительством Российской Федерации на основании обращения, опять же, граждан, чтобы защитить. В общем, вся работа идет только в защиту интересов граждан, как вот молодой сенатор я понял. И были внесены поправки в федеральный закон, и граждане, которые имеют земельные участки, которые уже состояли на учете, уже права не теряются. Люди звонят, благодарят, а то они тоже волновались.
Ну вот мы вспоминали про Михаила Ефимовича еще с тех времен, и Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич занимался, сегодня Арсений Сергеевич Николаев. Это проблема северного завоза. Вот именно вопросы северного завоза на сегодняшний день. Ваша оценка. Актуальнейшую тему подняли. Я очень благодарен той системе, которую организовал Михаил Ефимович, Вячеслав Анатольевич, Егор Афанасьевич. С 90-х годов, с 92-го года наша республика эти полномочия решала самостоятельно. За счет заимствованных средств, за счет организационно-технических решений, за счет воли региональных властей колоссальная система северного завоза работала и работает по сей день. Без федерального участия. Это колоссальные тысячи тонн, миллионы тонн кубы стратегических грузов. А средства-то заимствованы либо бюджета Республики Саха-Якутия, притом выстроена и логистика, это в том числе и товары народного потребления, питания. А сейчас законодатель внес изменения, регионы наконец-то услышали, и полномочия становятся федеральными полномочиями. И уполномоченный орган Министерства по развитию Арктики Чекунков Алексей Олегович уже отвечает и приносит доклады по реализации этого закона. А что от этого мы будем иметь? Ну, конечно, пойдет централизация, единая логистика, появятся ответственные лица, в том числе единый морской оператор, номенклатура федеральных грузов, региональных, муниципальных грузов. И вот эта вся система должна заработать, чтобы чуточку, может быть, упростить, удешевить доставку стратегических грузов, продуктов питания и иных товаров в арктическую зону Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. И это должно отразиться на жизни человека, простого человека. От этого зависят цены, да, правильно, Александр Николаевич. И питания, опять же, возвращаясь на 30 лет назад, мы должны быть благодарны. Сахамин Милач, у нас состоялся очень интересный разговор. Безусловно, мы должны встречаться с нашими сенаторами, депутатами Государственной Думы. Я бы хотел пожелать вам всяческих успехов в вашей очень ответственной деятельности на посту сенатора. Ну и, конечно, поздравить всех наших телезрителей вот в рамках этой передачи с наступающим Новым годом, пожелать всяческих успехов. Вы тоже в двух словах можете поздравить земляков. Уважаемый Александр Николаевич, я тоже благодарен авторам, вдохновителям, которые ведут просвещение, правовое просвещение. Это очень важно. Спасибо. Это очень важно, потому что мы всегда должны ориентироваться на Конституцию и работать.